Это новости IT. Здравствуйте. Расскажем о самых интересных технологических событиях за минувшую неделю. Но прежде чем приступить к новостной повестке, хотелось бы поделиться небольшим, так сказать, лайфхаком. Так как сейчас масочный режим, многие столкнулись с некой проблемой разблокировки смартфона по лицу. Надевая маску, телефон начинает жаловаться на то, что лицо плохо видно. Оказывается, есть способ обойти этот момент и притом не остаться без защиты. Способ точно работает на Apple iPhone 10 и 11 версий, на Android смартфонах по-разному, так как многие из них можно в принципе обмануть фотографии. А у тех, что имеют более продвинутое железо ПО, будут свои особенности в зависимости от производителя. Так что пробуйте. По аналогии с этим способом, может, что-то из этого и получится. Итак, для пользователей Яблока заходим в настройки. Спустившись вниз в третьей по счету директории, выбираем пункт меню Face ID. Разблокируем функцию кодовым паролем, и перед нами предстает список возможностей. Для начала сбрасываем Face ID. Это займет буквально 1 секунду. Затем нажимаем на ползунок «Разблокировка iPhone». Приступаем к настройке. Для этого нам понадобится заветная маска. Складываем ее вдвое и надеваем на половину лица. Отмечу, только на половину лица, от уха до носа. Придерживаем маску в районе подбородка. Еще один нюанс. Чем больше света в помещении, тем лучше. Далее помещаем лицо в квадрат на экране. Начинаем сканировать. В процессе он будет ругаться, что, опять же, лицо плохо видно. Переместите его по стрелке и так далее и тому подобное. Не обращаем внимания, продолжаем сканировать. После 2 успешных сессий он вернет вас в меню. Не спешите пока закрывать вкладку, нам нужно создать еще альтернативный внешний вид. Делаем все то же самое, но только в этот раз маску надеваем уже на другую половину лица. И вуаля, готово. Теперь ваше лицо забито в базу, как бы и с маской, и без. Лукавить не будем. Считывается лицо в маске не так, как без нее. По наблюдениям и примерным прикидкам 1 из 3 раз. И да, при разблокировке желательно держать телефон выше, чтобы камера была примерно на уровне переносицы. Но все же лучше, чем ничего, тем более, что в любом случае сначала выдается экран разблокировки, а там считает, так считает. Нет, так попробовать еще раз, а потом, если попытка снова неудачная, вводить цифровой код. В общем, как-то так. Теперь переходим к новостям за неделю. В новостных выпусках мы рассказывали, что для студентов Северо-Восточного федерального университета организовали доставку еды дронами в открытые окна общежития. В Ирландии же пошли дальше. Доставку к входной двери, в окно или частный двор производят любому заказчику товаров первой необходимости. Особенно такую услугу оценили пенсионеры. Ирландская фирма Manna Air планировала в марте доставлять еду на заказ с помощью беспилотников в университетский городок Дублина. Однако основатель компании не притормозил проект на период карантина и дал ему новую жизнь. Ровно неделя ушла у Боба Хилли на тестирование новой концепции помощи пожилым людям. Мы доставляем жизненно важные продукты питания и аптечные товары жителям города, которые находятся в изоляции во время пандемии. Мы рады служить им, а они очень довольны, когда получают все необходимое менее чем за 3 минуты. Автономный аппарат на батарейках взлетает со станции доставки и перевозит до 4 килограммов груза в радиусе 6 километров со скоростью до 80 километров в час. Оказавшись в нужном месте, дрон зависает на высоте около 9 метров. Используя камеры, оператор беспилотника ищет безопасное место, такое как подъездная дорожка или сад, чтобы опустить пакет из грузового отсека. Манна начала сотрудничество со службой здравоохранения Ирландии, чтобы протестировать эту услугу в Моннигале, маленьком городке, где родился прапрадед бывшего президента США Барака Обамы. 70-летняя Фидельма Глисон оценила, что может заказать хлеб и молоко, а также получить лекарства. Просто фантастика, что все доставляет беспилотник. Я думала, никогда не доживу до того дня, когда подобное произойдет. Мне не придется садиться в машину и ехать в город, чтобы забрать заказ. Это абсолютно фантастическая технология. Один дрон способен совершить 100 рейсов с грузом в день. Это может обеспечить работой не только 450 лицензированных операторов беспилотников в Ирландии, но и многих летчиков Ryanair, которые попадают под сокращение из-за снижения прибыли авиакомпании. Основатель Manna Air считает, что служба может охватить 600 городов по всей стране уже к концу года. Конечно, если правительство того пожелает.
Тайские инженеры придумали, как сделать поездки в лифте безопаснее. Решение оказалось простым, но эффективным. До него просто не нужно касаться руками. И, возможно, это станет концепцией межэтажных передвижений в будущем. При слове «педали» первым делом приходит на ум велосипед, автомобиль или рояль. Но в Таиланде теперь эти приспособления появились и в лифтах. Но крутить их для того, чтобы подняться на следующий этаж, не нужно. В данном случае они заменяют привычные всем кнопки. Все сейчас переживают из-за того, что могут заразиться коронавирусом. Проще всего подхватить заразу – это взяться за что-нибудь не то. Ведь грязными руками вы касаетесь лица, рта или глаз. Мы задумались, как свести такую возможность к нулю. И вот так нам пришла в голову идея педалей вместо кнопок. Первый лифт Hands Free появился в одном из торговых центров Бангкока. Никаких особенных инструкций посетителям не понадобилось. Люди сразу же нашли, что и как нажимать, и высоко оценили нововведение. Мне кажется, это очень хорошая идея. Я чувствую себя намного безопаснее, ведь одной вещью, которую нужно трогать, стало меньше. А ведь этими руками я потом буду касаться еды, кормить дочку. Так что я довольна. Очень удобно, ведь на кнопках лифта могут быть микробы. Их же постоянно все трогают. В компании, которой принадлежит торговый центр, говорят, что никаких фундаментальных изменений в конструкцию лифта вносить не пришлось. Весь механизм предельно прост. Так что, учитывая противовирусные меры, принимаемые во всем мире, не исключено, что сейчас вы смотрите на типичный лифт будущего. Данные россиян объединят в одну единую систему. Госдума одобрила закон о едином федеральном регистре. В нем будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о человеке. Само собой, их можно будет менять по мере потери актуальности. За защиту будет отвечать налоговая служба. Доступ к данным будут иметь МФЦ, муниципалитеты, нотариусы, ну и сами граждане или их законные представители. Для чего все это нужно? Все мы сталкиваемся с тем, что нужно заполнять стандартные формы в документах при получении госуслуг, заполнении заявлений и так далее. Также госорганам периодически нужны ваши сведения, оказывать адресную помощь, либо же составить статистику. И вот с 2023 года, когда база заработает в полной мере, жизнь облегчится. Для тех, кто соблюдает закон, разумеется. Но у медали, как известно, всегда две стороны. Главное, чтобы эти базы данных не попали в руки мошенников. И сейчас-то хватает разного рода операторов банков, представителей лотереи и прочих. И имея доступ к такому инструменту, способов поймать людей на удочку станет в разы больше. В Москве проходит 8-я конференция лучших инноваторов страны Startup Village 2020. Как нетрудно догадаться, в период всеобщей самоизоляции его перевели в онлайн. Молодые предприниматели и ученые проводят виртуальные встречи с инвесторами, делятся опытом, а самые удачливые и перспективные могут получить по несколько призовых миллионов. В конференции принимают участие и резиденты технопарка Якутия. Чем удивили экспертов в этом году, узнавал наш субкор в Москве Максим Картозов. Обычно Startup Village – это настоящий фестиваль под открытым небом. В городке Сколково проходили концерты, лекции, выставки, встречи с инвесторами. Здесь собирались тысячи предпринимателей, чтобы пообщаться и продвинуть свои идеи. В этом году конференция полностью переместилась в онлайн. Все желающие бесплатно смогут смотреть лекции и сессии, общаться онлайн с инвесторами и менторами. На конференции соберутся 300 экспертов и руководителей компаний со всего мира, а также более 1000 инвесторов. Шанс представить свой проект, получить 4500 участников, а призовой фонд в этом году составляет 24 миллионов рублей. В этом году на сайте конференции зарегистрировались 15 тысяч человек. В 7-й раз в Startup Village участвуют и резиденты технопарка Якутия. Это 6 различных инновационных предприятий. Из них в конкурсную часть форума попала компания Jera Eye. Мы представляем проект, который основан на двух интересных моментах. Это на носимом девайсе, который называется PinCase, и на систему решений для врачей и страховых компаний. Наша разработка предназначена, чтобы эффективно лечить пациента на амбулаторном этапе, чтобы он не забывал пить свои таблетки. И особенно это важно для людей, которые перенесли трансплантацию органов и для онкозаболеваний.
Причем в условиях эпидемии коронавируса еще одна инновация от Jera Eye стала настоящим хитом. Они придумали портативный ультрафиолетовый стерилизатор. Мы хотим, чтобы УФ-облучение, которое, кстати, доказало свою эффективность в отношении этого вируса, должно войти нам в жизнь удобными и такими комфортными девайсами. Не больничными огромными комплексами, да, а именно вот такими мобильными, которые можно таскать с собой, использовать, дезинфицировать квартиру, клавиатуры, телефоны и так далее. В ближайшие дни должны пройти финальные сессии конкурса конференции Startup Village, и мы сможем узнать, будут ли якутские инноваторы в призах. В прошлом году, например, одну из главных наград и грант в 2 миллиона рублей получил якутский проект «Видроид». Онлайн можно подать и заявление на поступление в якутские вузы и СУЗы по направлениям культуры. В частности, в колледж и высшую школу музыки. Для этого необходимо зайти на сайт edu.edifis.yakutia.ru. Для возможности полного пользования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслуги.ру. К слову, в этом году по этим направлениям предусмотрено немало бюджетных мест, так что, если хотели связать свою жизнь с этим направлением, заходите на сайты университетов и колледжей, ознакомьтесь с информацией в разделе «Абитуриент» и подавайте заявление онлайн. Сайт, еще раз повторюсь, edu.edifis.yakutia.ru. Более 60 тысяч имен воинов-якутян выложили в открытый доступ на сайте Национального архива Якутии. Документы периода Великой Отечественной войны взяты из фонда военкомата ЯССР. Теперь пользователям доступен поиск по имени участника войны. Специалистами проведена просто титаническая работа. Была выполнена индексация ранее оцифрованных архивом документов и введена информация по 34 тысячам записей по таким полям, как номер документа, фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства. Якутские IT-разработчики создали технологию, позволяющую выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии. Программа работает по технологии машинного обучения и гарантирует 95% точности. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Светланы Неустроевой. С увеличением роста больных коронавирусной инфекцией перед врачами первоочередной задачей стало уменьшение времени, затрачиваемого на диагностику заболевания. В этом им помогли разработчики компании Сайберия. Изначально программа разрабатывалась для скрининга рака легких по методу Ланградс. И нами были разработаны алгоритмы сегментации и количественный анализ паренхимы легких на основе исследований компьютерной томографии. И они очень идеально были применимы к случаю для выявления коронавирусной инфекции. На реализацию самого модуля по вирусной пневмонии ковидной у нас ушло около 2 недель. То есть за это время мы подготовили, адаптировали алгоритм, переобучили модель нейронной сети, подготовили данные. Созданная программа все же не исключает участие в постановке окончательного диагноза врача-специалиста. Однако теперь делаться это будет в рекордно короткие сроки. И сама обработка исследования и получение результатов занимает от 20 секунд до 1 минуты. Это зависит от количества срезов в самом КТ-исследовании. И это несравнимо быстрее, чем ручной подсчет. Пока проект запустили на базе Якутской городской больницы номер 2 и 1 и Якутской республиканской клинической больницы. Удаленно подключена Алданская центральная улусная больница. Также решаются вопросы по внедрению в других муниципальных образованиях. Тем не менее, как утверждают специалисты, использование программы повсеместно лишь вопрос времени. У нас РКТ-центр для ковидных пациентов, он открылся, уже работает 3-ю неделю. И поэтому у нас база неплохая, как бы уже есть, да, по этим ковидным пневмониям. И для специалистов, врачей-рентгенологов и IT-технологов, конечно, эта база очень даже помогает для того, чтобы именно развивать по данной тематике вопрос. К сожалению, реалии таковы, что теперь время не только деньги, но и здоровье. Впрочем, прогресс даже в самые сложные времена не стоит на месте. Нам же остается соблюдать все меры предосторожности, чтобы эти самые технологии, чего доброго, не применили к нам. Игра Cooking Dairy от Майтона получила награду престижной международной премии Webby Awards 2020.
Это своего рода интернет-Оскар, а специальным гостем в этом году стала Мишель Обама. 24-я премия оказалась самой крупной. Всего было подано около 13 тысяч заявок из более чем 70 стран. И в жанре симуляторов победила игра якутских разработчиков Майтоны. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго!